Коми полностью откажется от использования Л-410 докупив для Коми «Авиатранс», проверенный Ан-24. Об этом на оперативном совещании рассказала первый зампред правительства Эльмира Ахмеева. В центре внимания были вопросы устойчивого развития экономики. Помимо будущего регионального перевозчика, речь шла и о субсидировании льготных кредитов, выданных сельхозтоваропроизводителям. Исходя из имеющегося опыта в регионе, до 100% увеличен размер субсидирования ключевой ставки Центробанка по кредитам для российских сельхозпроизводителей с 1 мая до конца этого года на приобретение сельхозтехники, а также оборудования на реализацию инвестиционных проектов, связанных со строительством и модернизацией селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, а также с развитием молочного скотоводства. Тут хотел попросить Минсельхоз Республики Коми проанализировать данную меру и вовлечь как можно больше наших сельхозпроизводителей. Если нужна какая-то помощь, пожалуйста, прошу ко мне обратиться. Тем временем застройщики могут получить кредиты по льготной ставке 11% на реализацию инвестпроектов. Кроме того, правительством России выделено более 2 миллиардов 850 миллионов рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям ЖКХ. Также под 11% годовых. А в рамках антикризисной поддержки в Коми разработан и утвержден порядок выделения новой субсидии для ежегодного софинансирования автобусных перевозок в муниципалитетах. Это позволит перейти на безналичную оплату проезда на подавляющем большинстве маршрутов в городах и районах республики, ввести цифровой контроль исполнения расписаний и перейти с нерегулируемых тарифов на регулируемые. На 99 миллионов увеличены субсидии на пригородные железнодорожные перевозки. Судьба аэропорта Воркуты также на особом контроле. Росавиацией согласовано технико-экономическое обоснование передачи аэропорта Воркута в федеральную собственность. Вопрос включения расходов на содержание Воркута в состав федерального казенного предприятия аэропорта Красноярье в 2023-2024 годах. В настоящее время направлен от Росавиации на согласование Минтранс и Минфин России для включения в федеральный бюджет. Хочу тут отметить, что Росавиация и согласно технико-экономическому обоснованию заложено более 200 миллионов рублей на содержание аэропорта Воркута. Конечно же, для нашего бюджета это сегодня неподъемные средства, поэтому это еще раз подтверждает правильность выбранного решения, которое также было поручено президентом России. Глава Коми Владимир Уйба призвал руководителей муниципалитетов активнее взаимодействовать с представителями бизнес-сообщества, информировать их и максимально использовать как федеральные, так и республиканские меры поддержки. Отдельно глава Коми остановился на теме доступности нового офиса в столице Коми. Его открыли недавно. Есть жалобы от маломобильных групп населения на невозможность попасть внутрь. В Цюре у нас уже дважды эту тему поднимают люди. Невозможно людям попасть в офис без помощи других людей. То есть нет пандуса для того, чтобы люди могли попасть в офис без помощи. Поэтому, да, пожалуйста. Владимир Викторович, действительно, когда мы приехали, лестница достаточно высокая, чтобы подняться, но однако там есть оборудование, которое позволяет поднять людей с ограниченными возможностями. Другое дело, что и такой опыт есть в других регионах. Мы его изучали, это оборудование закупалось как раз-таки исходя из имеющегося опыта в регионах. Единственное, что действительно сложно подняться с колясками. Вот. Тут даже не сколько маломобильные граждане, именно для мам с колясками. Этот вопрос поручено проработать, в том числе совместно с городскими властями, обсудить возможность установки рядом навеса для колясок.